В ходе патрулирования города Сухум сотрудниками столичного УВД были задержаны молодые люди. Молодые люди выступают против законопроекта об апарт-отелях. 6 часов тебе довелось провести в УВД. Спустя 3 часа девушек из УВД отпустили, а 2 парней оставили для оформления протокола об административных нарушениях. С 4 мая представители молодежного движения Харах Пицунда были задержаны милицией, когда развешивали баннеры с цитатами политических общественных деятелей Абхазии и выдержками из Конституции Абхазии. Есть те, кто считает нашу молодежь достаточно мобильной, динамичной и активной. Но есть и противоположное мнение. Они думают, что молодежь Абхазии пассивная, не проявляет свою гражданскую позицию. Мы решили разобраться в этом вопросе, насколько абхазская молодежь вовлечена в общественную и политическую жизнь страны. И поэтому мы находимся здесь, в Абхазском государственном университете. АМГУ всегда был очагом национального движения и молодежного активизма. Студенты Абхазского государственного университета очень активно высказывают свою гражданскую позицию на площадках, в интернете, в социальных сетях. У нас очень лояльные такие преподаватели, и мы очень рады, что мы можем с ними обсудить много разных тем. Большая часть молодежи довольно-таки пассивная. روحار قلوت خاوغانا غراياشنا حروакшару. Я хохто и шохто суалаги вознер. Вопросы, связанные с политикой. 2 коалиции, которые полностью отреклась от этого вопроса, и вторая часть, которая взяла инициативу в свои руки. Как и в любом другом нормальном обществе, у нас существует разность мнений, что очень хорошо. Есть группа граждан, которые считают, что им не безразлично, что происходит в нашей стране. Однажды принимала участие в акции Харах Пицунда, самой первой, когда хотели выразить несогласие с тем, что вот есть такая проблема, и нужно рассмотреть соглашение, понять, что оно противоречит нашему законодательству, и внести, возможно, какие-то поправки, и рассмотреть его, естественно, на заседании парламента. Я думаю, что в связи с нашим менталитетом и определенными ограничениями, которые существуют в нашем обществе, мы не можем высказываться до конца, я бы так сказала, потому что это ведет за собой последствия. Митинги их не понимают, к сожалению. Вот. То есть не наша форма? Не наша форма, да, немного не подходящая нашему обществу. Вот. Действительно ли это чуждо нашей культуре высказывать свое мнение? И как исторически складывались взаимоотношения молодых людей и взрослого поколения? Считались ли с их мнением? Старшие в Абхазии менталитеты всегда выслушивали мнение молодежи, мнение молодых. Это всегда было. Это вообще совершенно неправильный подход. Но надо уметь преподнести свое мнение. То есть здесь очень важный момент, потому что из абхазского менталитета, значит, уважительное отношение ко всем окружающим, не только к старшим, но и к своим ровесникам тоже. По-абхазски «уважительный подход» – это не просто слова, не просто когда в процессе разговора, это вообще, как вести беседу, как выражать свое мнение. Никогда такого не было, чтобы, значит, молодежь, боясь чего-то, не высказывала свое мнение. То есть они находили форму, время и место, где это высказывать. Абхазы всегда боролись за свою свободу. Предвоенные годы можно выделить как время наиболее организованной, массовой борьбы абхазского народа за свои права и восстановления собственного государства. И тогда главной силой стала именно абхазская молодежь. Когда говорим там абхазцы и грузины, когда например, стоял вопрос об исключении меня, там еще несколько человек из Абхазского университета, тогда еще институт еще тогда был, еще университета не было, противниками ярыми, которые обвиняли в национализме, в антисоветской деятельности именно были абхазы, не грузины. Грузины стояли, смотрели именно абхазские национальности, которые,
клеймили нас позором, что мы неправильно ведем себя. А если мы сравниваем, да, вот 70-е, 80-е годы, абхазское студенчество играло очень такую важную роль в общественной жизни Абхазии. Мне очень нравится рисовать. Это вот как раз таки иллюстрации именно на планшетах. Последние мои иллюстрации это были посвящены статье, которая писалась на английском языке и была связана с блокадой Абхазии. Наш герой Амина Адлиба является частью молодежного движения Харах Пицунда. Она со своими друзьями впервые в новейшей истории Абхазии провели мирные акции протеста против передачи госдачи в Пицунде в собственность Российской Федерации. С тех пор, как я учусь на международных отношениях, мне понравилась очень сильно антиутопия и из любимых, наверное, Оруэлл, как бы это банально ни звучало. Движение Харах Пицунда в первую очередь дало мне надежду, потому что я в очередной раз осознала, что людям не все равно. Я в очередной раз осознала, что людям важно сохранить наш суверенитет. И благодаря движению я познакомилась с огромным количеством ребят, которые неравнодушны и с которыми на вопросе Пицунды мы точно не остановимся и с которыми мы продолжим работать в дальнейшем. Студенты действительно очень сильно поддерживают все начинания информационно. В Инстаграме мы следим, мы видим огромное количество репостов. И для меня активизм — это не обязательно выйти на улицу и кричать о своих правах. Но тот факт, что ребята поддерживают репостами, ходят на благотворительные акции, помогают как могут, это уже говорит о том, что они активные и они неравнодушны. По словам героини, большинство людей поддерживают молодых активистов, но все же они сталкиваются с определенными сложностями и стереотипами. Обвинять молодежь в антироссийских настроениях неправильно, поскольку это способствует тому, что молодежь становится словно отдаленной от своей страны, и ее как будто бы отделяют от остальной молодежи. Я понимаю, что это отличный способ манипуляции общественным мнением, и поэтому я осознаю, что важно не просто говорить, но и показывать действиями, что это не так. Общие угрозы, которые тогда были, они сегодня тоже существуют. Человек, высказывающий интересы, защищающий интересы Абхазии, эти люди почему-то называют чуть ли не антироссийскими. Мне это напоминает, когда мы отстаивали еще вот студенческие годы, еще довоенный период, советский период, когда мы отстаивали интересы абхазского народа, его развития и так далее, нас всегда вы антисоветчики. Вы против Советского Союза. Вы не были против Советского Союза. И сегодня, когда говорят, что когда молодежь, и вообще люди говорят о защите своих интересов, о создании условий для развития абхазского, граждан Абхазии, абхазского народа, то их обвинят чуть ли не в антироссийских, то это не просто глупо, это очень, я считаю, что это вредительство. АГУ – это не только научный и образовательный, но и самый крупный в Абхазии молодежный центр, где есть союз студентов, который объединяет инициативных ребят со всех факультетов. Занимаемся развитием наших студентов не в учебном плане, а устраиваем какие-то мероприятия, спортивные состязания. Мы не обсуждаем политические вопросы, мы только направляем всю деятельность, в частности, Союза студентов, который проводит мероприятия, направляем только на творческое развитие, на коммуникацию студентов друг с другом. У нас хорошие ребята, просто чуть-чуть их надо расшевелить для того, чтобы... Но очень много, я скажу, где хорошие ребята, исторический факультет, педагогический, экономический, они сами приходят, предлагают свои идеи, и мы уже пытаемся притворить. Регулируем, конечно, направляем, но полностью ломать я не люблю, потому что если идея хорошая у студентов, то их только надо поощрять. Вне занятий, я не имею права вмешиваться в личную жизнь, но во всяком случае, не приходилось мне сталкиваться. Если бывают какие-то проблемы, мы быстро это решаем, потому что
Но мне доверяют, и я доверяю студентам. Мне кажется, у нас пока идет диалог. Общественный и политический деятель Ахрабжани проводит параллели между нынешней молодежью и старшим поколением. Ведь современная абхазская молодежь существенно отличается в своих предпочтениях и интересах от той, которая была раньше. Это новое поколение выросло в новых экономических и социальных условиях. Война была просто квинтэссенцией того, как себя проявила эта молодежь. Просто, я не знаю, без сомнений, без страха, без упрека. Там, где люди, может быть, более старшего поколения, очень уважаемые, заслуженные, без разговора, они, может быть, высказывали, выражали какую-то осторожность. А молодежь просто однозначно сказала: мы хотим быть свободными, мы за это, наши старшие за это боролись, мы всегда это говорили, мы этого добьемся. Если переходить в наше время, есть один очевидный факт. Этот факт заключается в следующем, что люди младше 30 лет родились в другой стране. Не в Советском Союзе, а в Республике Абхазия. Так вот, родилась, выросла, получила образование, сформировалась как личность и как граждане Абхазии целое огромное поколение людей, которые не знают, что такое жить в колониальной системе. Они рассматривают свое государство как суверенное, независимое. Они с этим выросли, с этой идеологией. Они никогда не примут ничего другого. И, конечно, они очень жестко, и я надеюсь, аргументированно и последовательно, учитывая их новые знания, новое образование, будут вот эту идею продвигать без разделения по принципу: а вот есть старшие опытные, молодые неопытные. Нет, не надо так. Надо доверять гражданам Абхазии, надо доверять молодому поколению. И, по-моему, они со многими задачами гораздо лучше справятся. Есть одна вещь, которая мне очень не нравится в новом абхазском поколении. Ну, конечно, мы тоже этим страдали, допустим, может, в меньшей степени, я не знаю. Да, мы жили в другой стране, с нас спрос другой был. Никто не говорил: эй, абхазцы, давайте играйте какие-то заглавные роли в строении государства Советского Союза. Абхазцы, кто такие? От них все равно ничего не зависит. Но от вас-то ведь все зависит. Поэтому одна вещь меня смущает. Это инфантильность. Вы должны стремиться к большей самостоятельности во всем, понимаете? Начиная от банального зарабатывания денег, допустим, да, и заканчивая выражением своего мнения. Надо поддерживать людей, которые являются общественными активистами, общественными лидерами. Именно они формируют, как мне кажется, правильно общественное сознание. Именно они будут в будущем носителями государственной идеологии, властных полномочий. Именно они будут формировать нашу завтрашнюю повестку. Чтобы это произошло, сегодня надо быть активистами, надо активнее заниматься общественной деятельностью. Еще раз повторю, это всегда. Очень поддерживает моя семья во всем, потому что они понимают, что я отношусь очень серьезно к вопросам, которые я затрагиваю. И когда тебя поддерживает семья, тебе не страшно. В послевоенное время старшее поколение старалось привлечь молодежь в строительство государства, но часто под привлечением понималось участие молодежи в достижении своих политических целей, приход к власти. Годы идут, создаются новые партии, с ними молодежные движения и организации. Молодежь часто используется в различных целях, поэтому сейчас важно быть образованным, мыслить критически, анализировать и правильно действовать. В 20-25 лет гражданину могут быть безразличны происходящие процессы в стране, и это будет его выбор. Но уже в зрелом возрасте он может столкнуться с последствиями своего неучастия, понять, что время уже упущено, и живет он в стране, которую выбрал сам.